Согласно информации китайского новостного агентства Синьхуа от 8 июня, коммунистическое правительство Китая начало расширять базовые станции, необходимые для проекта сети 5G в Восточном Туркестане, общее количество которых по завершению проекта составит 5000. Ни для кого не секрет, что Китай является полицейским государством. На сегодняшний день, когда Восточный Туркестан находится под тотальным контролем с использованием передовых технологий, международное сообщество выступает против уничтожения уйгуров, казахов, киргизов и других тюрков, для чего китайское правительство и расширяет сети 5G. Китайские власти сообщили, что инвестировали в проект по расширению этих сетей по всему Восточному Туркестану и особенно в городе Урумчи более 2 миллиардов юаней. Представители Республиканской партии США потребовали введения санкций для высокопоставленных китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Восточном Туркестане, Гонконге и Тибете. В докладе о стратегии национальной безопасности, опубликованном в среду 10 июня, республиканцы из Конгресса США предложили ввести санкции против чиновников Коммунистической партии, которые замешаны в нарушениях прав человека, в том числе и Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Хань Чжена и Ван Яна. Доклад, посвященный укреплению Америки и борьбе с глобальными угрозами, был подготовлен рабочим комитетом Республиканской партии, в котором состоит 150 членов Конгресса. В докладе рекомендуется ввести санкции в отношении всех должностных лиц Объединенного фронта Коммунистической партии Китая. Кроме этого, было предложено ввести ограничения в отношении всех чиновников, замешанных в правонарушениях в Гонконге, включая директора управления по делам Макао Ся Баолуна и директора бюро по связям в Гонконге и Китае Лу Хунинга, а также секретаря Коммунистической партии в Восточном Туркестане Чена Чуанго и руководителя отдела безопасности Коммунистической партии Чжао Кежи. Руководство компании Twitter сообщило о блокировке 170 тысяч прокитайских аккаунтов, распространявших недостоверную информацию о протестах в Гонконге, эпидемии коронавируса и убийстве Джорджа Флойда. Согласно заявлению руководства компании, несмотря на то, что приложение запрещено в Китае, китайские власти используют эту социальную сеть, чтобы оправдать себя по вопросам Гонконга, уйгурского региона, концлагерей и трудовой эксплуатации, Тибета, Тайваня, нарушений прав человека, Южно-Китайского моря, эпидемии коронавируса и торговых войнах с Соединенными Штатами. Институт стратегических исследований Австралии опубликовал доклад, в котором предоставляются доказательства того, что Коммунистическая партия Китая использует Twitter для оказания влияния на китайцев, находящихся за границей по таким вопросам, как протесты в Гонконге, пандемия коронавируса и Тайвань. В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая заявило, что если Twitter намерен изменить что-то, то для начала должен заблокировать аккаунты, ведущие антикитайскую пропаганду. Министр иностранных дел КНДР впервые высказался о двусторонних отношениях с США через 2 года с момента личной встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, которая состоялась в Сингапуре в 2018 году. Ри Сонг Вон отметил, что несмотря на встречу лидеров, надежды на улучшение двусторонних отношений и установление мира и согласия не осталось. Кроме этого, министр сообщил, что на последнем заседании с участием военных, на котором присутствовал и лидер Северной Кореи, было принято решение и дальше развивать ядерный потенциал страны для борьбы с бесконечными угрозами США. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подписал закон о всеобщей реформе в рядах полиции, запрете оказания давления на шею человека при задержании и открытии доступа к дисциплинарным записям силовых структур. О подписании закона, предусматривающего фундаментальных реформ, принятого Советом штата сразу после гибели Джорджа Флойда, Куомо сообщил во время официальной пресс-конференции.